В оккупированном Китаем Восточном Туркестане есть и печаль Курбан-Байрама, который нельзя праздновать вдали от своих семей. В то время как весь исламский мир отмечает праздник Курбан-Байрам, обездоленная и угнетенная часть исламского мира не может праздновать из-за политики угнетения, преследования и геноцида режима КПК. В то же время уйгурские турки, живущие по всему миру, собрались вместе на благословенный праздник Курбан-Байрам и совершили молитвы. Уйгуры, которые уже 7 лет пытаются облегчить боль угнетения своими родственниками, собравшись вместе, помолились за освобождение угнетенного Восточного Туркестана. В частности, уйгурские турки, проживающие в районах Зейтин-Бурну и Кючук-Чекмендже в Стамбуле, встретились перед мечетью после совместного совершения молитвы Курбан-Байрам. Кроме того, уйгуры, проживающие в Нидерландах, отправились после совершения молитвы в культурный центр Восточного Туркестана. В Эдигах, один из символов Кашгары, древнего города, оккупированного Китаем Восточного Туркестана, можно попасть по билету, так же, как это было когда-то в мечети Святой Софии. Радио «Свободная Азия», которое расследовало сообщения в социальных сетях о входе в мечеть Эдигах, символ Кашгара, подтвердило, что в мечеть Эдигах входили по билету согласно информации, полученной от региональных властей Кашгара. 28 июня британская группа Ассоциации Британского парламентского союза по предупреждению геноцида, Международного союза юристов и Международного парламентского союза организовала в британском парламенте специальный семинар на тему «Геноцид в отношении уйгуров и других тюркских меньшинств». В семинаре приняли участие депутат парламента Великобритании Крис Лоу, директор лондонского офиса Всемирного уйгурского конгресса Рахим Мехмуд, корреспондент информационного агентства BBC Дэвид Кампанелла и Джефхер Ильхам, дочь узника совести Ильхама Тохти. Согласно синьцзянским полицейским файлам, одному из самых важных документов, просочившихся из Восточного Туркестана на сегодняшний день, в геноциде уйгуров лично присутствовал китайский диктатор Си Цзиньпинь, глава КПК. Опубликованные мемориальным фондом жертв коммунизма в сотрудничестве с медиаконсорциумом, включающим BBC США Today, и Cheese и Der Spiegel, файлы полиции Синьцзяна представляют собой ошеломляющую сокровищницу фотографий, документов, речей и электронных таблиц задержанных. В нем подробно рассказывается об усилениях Коммунистической партии Китая по уничтожению всех следов идентичности и культуры среди уйгурского населения в оккупированном Китаем Восточном Туркестане. Лидеры Европейского Союза посвятили сессию отношениям с Китаем во второй день саммита в столице Бельгии Брюсселе. Отметив необходимость возобновления диалога по правам человека с Китаем, лидеры ЕС подтвердили свою обеспокоенность по поводу принудительного труда, обращений с правозащитниками и лицами, принадлежащими к меньшинствам, ситуации в Тибете и Синьцзяне, а также выполнения предыдущих обязательств Китая в отношении Гонконга.